Ленске есть еще одна конкретно главная дорога. Как она называется, улица? Чапаева. Ну, надо было назвать не Заозерная, а конкретно главная дорога. И не Чапаева, а конкретно главная дорога 2. Сейчас посмотрим, сколько они там понапекали в нее знаков. У меня создается такое ощущение, как будто реально тут план какой-то был по установке знаков годовой. И они его усиленно выполняли и, видимо, выполнили. Ну, как-то чересчур много. Здесь есть не единственный плюс, правда. На перекрестке потом нету, вот как на Заозерной. Там, где нужны действительно знаки, их на Заозерной не было. А здесь, правда, знаки везде есть. Намного в этом отношении, конечно, проще. Сейчас мы повернем на нее направо. Вот видите, тоже главная дорога. Стоп, направление главной дороги. Знак 2.4 уступи дорогу. Табличка 8.14 направление главной дороги. Знак 6.16 заменяющий разметку 1.12 стоп-линию. Стоп. То есть, по идее, выехав за знак, мы нарушим правила и нас могут покарать штрафом в размере 800 рублей. Запросто. Но мы выполнили все правильно. Зеленый, все, можно ехать. Наш новоиспеченный водитель нас везет. Мало того, что новоиспеченный водитель, еще новоиспеченный обладатель автомобиля. Не торопитесь, пожалуйста, сильно. Мы будем их считать. С двух сторон читаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 6. Дальше 7. Сейчас будем проезжать мы. 7. Кстати, вот здесь явное нарушение установка знаков автобусная остановка и пешеходный переход. Действие знаков автобусная остановка 15 метров до, 15 метров после. А пешеходный переход стоит прямо на автобусной остановке. Такого быть не должно, потому что на пешеходном переходе останавливаться нельзя. Получается, автобус, маршрутное транспортное средство 8-9 останавливается в разрез правил. Но это абсолютно безграмотная установка знаков приоритета полностью. И знаков приоритета, знаков остановки и пешеходного перехода. То есть, ну, никто не согласовывает. 10 с этой стороны, 11, 12, 13 с этой стороны. То есть тоже понаставили 14 с этой стороны, 15. То есть, прежде чем ставить знаки автобусная остановка, хотя бы посмотрели бы 16 видим, 17. Автобусная остановка и пешеходный переход, прочитали бы ГОСТы для начала, как они действуют. Сколько нам? 17, 18, 19, 20 с этой стороны. Осторожно, осторожно. Здесь нету встречки, езжай спокойно. 21, 22 с этой стороны. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Короче, тут от души понаставили. Вот смотри, он там дальше за перекрестком. Сейчас мы доедем. Смотри, вот он, 30. Вот он с этой стороны. Сейчас, нет, это, наверное, вот эта конкретная дорога главная будет. Она на первом месте. 31, вон он. — 32. Ну, и здесь она уже заканчивается. По крайней мере, здесь, где она заканчивается, есть знаки приоритета.
2.2 конец главной дороги, 2.4 уступить дорогу. В отличие от Заозерной, подъезжаешь к перекрестку, и с моей стороны вот этих знаков вообще нет никаких. То есть я должен сам думать, какой у меня перекресток, равнозначный или какой, и как-то определять. Ну вот как-то так. Нету там никого. Тут есть. Так, 30 мы насчитали. Что мы видим дальше? Они у нас дальше продолжаются. Ну, поворачивают. Следующий. Ну ладно. Здесь не слишком оживленное движение, нужно подождать. А то я вчера, видишь, полихачила, тебе не понравилось. Не, нормально. Но сегодня намного уже увереннее. Вот здесь, так, дальше 31, 32. Я вот лично на своем опыте, я бывал во многих городах России, в Сибири, в центральной России, на юге России. Я нигде не видел таких улиц, абсолютно нигде. Это касается главной дороги. Что касается автобусной остановки и пешеходного перехода, уважаемые руководители города Ленска, ну, в частности, обратите на это внимание, на этот непорядок. Дайте указания дорожным службам. Я не знаю, как у вас принимаются эти дорожные знаки, именно их установка, кем они согласовываются. Ну, здесь налицо абсолютная не работа нужных органов. Я не буду называть, что это за органы должны принимать эти дорожные знаки, кто должен согласовывать, но абсолютно неправильная установка, не по ГОСТам, да, и с главной дорогой то же самое. Но 30 знаков на километр дороги, это, по-моему, чересчур. Всем бобра, ждите.